Вот сегодня вашему вниманию мы хотим представить два доклада. Мы тоже регламент соблюдали там, все правильно, все хорошо у нас было. У нас ученик первого класса Даниил Валялов и Софья Богомолова, ученица второго класса, являются победителями первого дня нашей научно-практической конференции, и они выступят сегодня со своими маленькими докладами. Пожалуйста, Софья. Она представится сама и тему свою. Здравствуйте, меня зовут Софья Богомолова, и моя тема называется «Что внутри фломастера?». Я выбрала эту тему, потому что всем кажется, что фломастер он всем известен, и мы уже не удивляемся ему. А я подумала, у него же должен быть изобретатель, история названия, история создания. И когда мы писали вот эту работу, мы поставили перед собой такие цели. Изучить историю происхождения и историю названия фломастера, понять, какое физическое явление позволяет фломастеру работать, а также провести опыты на смачивание и сделать фломастер своими руками. Итак, фломастер – это всем известное средство для рисования и письма. Он представляет собой пластиковый корпус, внутри которого находится наполнитель из пористого материала, обычно войлока или нейлона. Наконечник сделан из того же самого материала, что и наполнитель, но с добавлением клея, который придает наконечнику твердость. Наполнитель пропитан жидкими чернилами. И чернила поступают по порам к наконечнику. Благодаря этому фломастер и работает. Если задуматься, то если в фломастере жидкость, а материал наконечника пористый, то жидкость должна выйти через поры, маленькие дырочки. Почему же этого не происходит? Фломастер работает благодаря такому физическому явлению, как смачивание. Что же это такое? Дело в том, что все твердые тела и жидкости состоят из молекул. Молекулы обладают свойством притягиваться друг к другу. Если молекула жидкости притягивается к молекулам сосудов, в которые она помещена, сильнее, чем друг к другу, то говорят, что жидкость смачивает поверхность. Если же молекулы жидкости притягиваются к молекулам поверхности слабее, чем друг к другу, то говорят, что жидкость не смачивает. Так разберемся с этим. Проведем два опыта. Первый опыт на смачивание. Возьмем бамбуковую палочку и опустим ее в чернила. Практически сразу мы увидим, что верхний срез бамбуковой палочки стал чернильным. Это значит, что чернила поднялись по порам бамбука и добрались до самого верхнего конца. Получается, что молекулы чернил притягиваются к молекулам бамбука сильнее, чем друг к другу. И чернила поднимаются по порам бамбука, преодолевая притяжение Земли. Проведем второй опыт. Не смачивание. Возьмем не слишком толстую швейную иголку и опустим ее в блюдо с водой. Можно облегчить себе задачу, предварительно положив иголку на кусок бумажки или салфетки, которую потом утопить. Иголка остается плавать на поверхности воды. Если внимательно присмотреться, то около иголки мы увидим небольшое углубление, ямку, на дне которой лежит наша игла. Вода изгибается в этом случае потому, что иголка не смачивается водой из-за жира наших рук. И молекулы воды не притягиваются к молекулам иглы, а притягиваются друг к другу сильнее. И этого притяжения хватает, чтобы удержать стальную иголку.
Итак, краска удерживается в наполнителе фломастера благодаря силе смачивания. Также в названии используется слово «капиллярный эффект». Слово «капилляр» произошло от латинского слова «капиллярис» – «волосяной». Фломастер, как и мы его знаем, придумали в Японии. Но прообраз фломастера был известен еще в Древнем Египте. Египтяне использовали тростниковые палочки, которые они окунали в сажевые чернила и писали ими на папирусе. А в гробнице фараона Тутанхамона был найден практически самый настоящий фломастер. Он представлял собой металлическую ручку, составленную в нее и заостренную с одного конца свинцовой трубочкой, а в ней тростинка, пропитанная жидкими чернилами. На самом деле в средние века фломастер представился нам в виде гусиного пера. Использовался тот же самый принцип. Чернила заполняли капилляры внутри стержня гусиного пера, а заостренный кончик оставлял четкий след на папирусе. Поэтому Александр Пушкин и все другие великие литераторы в начале 19 века упорно держались гусиного пера и не хотели менять его на стальное, ведь капли чернил на стальном пере хватало для написания лишь одного слова. Итак, кто же все-таки придумал фломастер? Фломастер придумали в Японии. Изобретатель фломастера Юкио Хори работал в компании Tokyo Stationery Company, токийской канцелярской компании. Впоследствии Юкио Хори стал президентом компании Pentel, всемирно известной компании изобретения пишущих принадлежностей. Первый фломастер Юкио Хори придумал в 1959 году. Вначале он использовался для каллиграфии, но оказалось, что он не очень подходит для написания красивых иероглифов, ведь им нельзя рисовать линии разной толщины. Но маленькие японцы быстро нашли ему другое применение, как замену карандашам. И в 1960-х годах на прилавках появились первые наборы цветных фломастеров. Итак, посмотрим, как называют фломастер в разных странах. Если посмотреть на таблицу, то самые близкие к русскому языку – болгарский, польский, латышский – все названия фломастера переводятся точно так же – фломастер. Если мы внимательно посмотрим на таблицу, то мы увидим, что в странах, где фломастер появился быстрее – в Японии, США, в Западной Европе – слово «фломастер» вообще не используется в названии предмета. Используется только его принцип работы. В любом случае, это прибор для письма с фетровым наконечником. А японцы вообще взяли английскую фразу «волшебная ручка» и стали так называть фломастер. Итак, откуда же взялось слово «фломастер»? Наши толковые словари приводят к английскому слову «флоу-мастер». Перевести его дословно можно как «управляющий потоком». А секрет в том, что в 1960 году выпускались чернила для заправки фломастеров, и они носили торговую марку «Фломастер». Именно это название и унаследовал наш пишущий прибор. Это один из первых цветных фломастеров. А теперь мы попробуем сделать фломастер своими руками. Для этого нам понадобится пластиковая ручка, бамбуковая палочка, заостренная с одного конца, немного клея и чернила. Вклеиваем бамбуковую палочку в ручку, из которой вынимаем стержень с чернилами. Потом заливаем жидкие чернила, и нужно немного подождать, пока чернила пропитают бамбук. Готово, можно писать. Спасибо за внимание.
Тоня, спасибо большое, молодец.